научиться работать с информацией – легко, фильтровать фейковый контент – окей. Раскрыть себе творческий потенциал – пожалуйста. Все это вы сможете сделать на форуме «Медиазавод». Мы находимся на форуме «Медиазавод», который стал первым мероприятием одноименного проекта, реализуемого при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Он проходит на базе Института развития образования Республики Башкортостан. В этом проекте участвуют 100 школьников и 20 советников директоров по воспитательной работе. Из школы выбирали самых активных и креативно мыслящих учеников. На форуме была поставлена задача научиться слаженно работать в команде. Диана, расскажи, как сюда попасть. Это будет от совета старшеклассников, либо от медиацентра вашей школы. Если он есть, то вы уже автоматически попадете на этот кастинг или форум, но вдруг, если у вас его нет, то вы тоже можете в нем поучаствовать, потому что здесь как раз-таки рассказывают, как открыть и улучшить медиацентр. Расскажи сейчас, над чем вы работаете. Как раз-таки у нас были станции, по которым нужно было написать плюсы или взаимодействие медиацентра там, с администрацией школы, с родителями. И мы как раз-таки это писали, чтобы потом все разновидности объединить в один план, и чтобы школы могли открыть у всех свой медиацентр. Участники форума были заняты каждую минуту. Я побывала на мастер-классе Ярославы Феоктистовой. Она работает главным режиссером на телеканале БСТ. Тема уроков от идеи до проекта за 1 час. Сначала мы разделились по командам, и нам дали задание написать проект, который ответит на вопросы, какую чью проблему решает мой продукт. Но он должен ответить не только на наши вопросы, но и целевой аудитории и государству. Мы подготовили проект и предоставили готовый продукт эксперту. На этом уроке мы прошли все ступени от идеи до конечного результата. Расскажи про ваш медиацентр. Какой он должен быть? Наш медиацентр должен быть прежде всего красивым. Он должен вдохновлять нас на продвижение в медиасфере. Скоро будем участвовать в гранде для получения финансирования на покупку оборудования. Расскажи, как у вас распределяются роли в проекте? Роли в проекте у нас распределяются абсолютно в хаотичном порядке. Если человек умеет что-то делать хорошо, качественно и красиво, значит, он подходит на данную роль. Вот, например, я начинающий музыкант, я работаю с приложениями, могу заняться видеомонтажом, видеосъемкой, чем-то подобным. На этом форуме можно было выбрать занятия по своему направлению. От основы фотографии до роли советников деятельности школьного медиацентра. Это отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал и посодействовать в реализации социально значимых проектов. Также с каждым годом все больше и больше открывают медиацентры в школах, и такие мероприятия очень помогают развиваться в этом направлении. Команда проекта «Медиазавод» реализовала уже не одну задачу, которая направлена на развитие школьников. Представляете, сколько всего можно узнать и стать еще круче в своей области. Злата Пензина, Ренат Кашапов, специально для Горы новостей.